Впервые в республике прошли соревнования по горному марафону. Состязания организовали в Аймяконском улусе. Репортаж Светланы Поцелуевой. В горно-таежной местности Аймяконского улуса на Ольчанском перевале впервые в спортивной истории республики прошли соревнования по горному бегу на дистанцию 38 километров, организаторами которого выступило Якутское региональное отделение «Опора России» при партнерстве муниципального образования Аймяконский улус. Почему именно Ольчан? Потому что здесь инфраструктура, горы, и все подходит для горного марафона. Трасса подходит для горного марафона. И это здорово. И то, что проводится впервые на Дальнем Востоке, у республики Саха-Якутия, это о чем-то говорит. 20 участников, среди которых известные в стране и республике легкоатлеты, решили испытать свои силы в таком экстремальном виде, как горный марафон. Когда-то в детстве, лет 18, я еще бегал, то есть на чемпионатах России выступал, но после этого я сосредоточился на дорожке, и поэтому для меня это, можно сказать, впервые, и сам по себе марафон для меня впервые, потому что больше 30 километров я не бегал, поэтому испытание будет как для себя, так и с другими соперниками. То есть я больше не ставлю соперников, сколько себя преодолеть. Невзирая на дождь и ветер, сложную по проходимости трассу преодолели почти все спортсмены. С результатом 3 часа 51 минута 50 секунд первым к финишу пришел Андрей Сафронов, мастер спорта международного класса, 7-кратный чемпион России по горному бегу, город Уфа. Вторым стал Андрей Брызгалов, неоднократный победитель легкоатлетических марафонов из города Челябинска. Третьим – спортсмен из Татинского улуса Альберт Варламов. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК «Саха», Усть-Нера.